каждого человека должна быть в жизни цель. И цель эта не является только лишь личным выбором, она является абсолютом для всех людей. Кто-то это понимает яснее, кто-то меньше. Цель эта, с точки зрения веры, заключается в приходе человека к Богу, в любви к Богу, в том, что жизнь наша земная, она временна, она является испытанием, школой для подготовки к вечности. И в этом есть величайшая радость и величайшая сила нашей веры, потому что она полагает нам такой ясный вектор нашей жизни. Это может быть лично для человека, когда сам ты к Богу пришел. Но в Священном Писании есть и много случаев, когда к Богу приходят целыми семьями. В книге «Деяний апостольских» описывается, как некий Корнилий сотник, благочестивый, боящийся Бога, подававший милостыню, молящийся, ему внезапно является ангел и говорит, что позови такого-то человека, апостола Петра, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. И то же самое откровение самому апостолу Петру, поэтому он идет по приглашению, входит в дом этого сотника, то есть военачальника, язычника и так далее. И по откровению Божьему говорит ему об Иисусе Христе, о Его распятии, о Его воскресении из мертвых, о вознесении на небеса. И сказано, что Корнилий и весь дом его крестился. То есть вот так вот вся семья может стать малой церковью, такой как бы продолжением церкви на земле, как бы продолжением храма на земле. Сам дом, обиталище людей, уже становится маленьким храмом. Это великая радость. Редко, конечно, бывает так, чтобы это произошло одномоментно, хотя и такие чудеса случаются. Чаще бывает так, что кто-то приходит к вере, и он постепенно, иногда путем долгих испытаний, даже такой духовной борьбы, но все-таки он побеждает. Побеждает в том смысле, что люди тоже, окружающие его близкие, они тоже приходят к вере, потому что они видят в нем истину, они видят в нем стойкость и вместе с тем кротость, смирение. А Господь говорит, что блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. То есть кроткий человек, который действует не властью, не давлением, не угрозами, не пустыми обещаниями, он действует правдой Божьей. Кротость – это и есть такое стояние на правде Божьей. Он обязательно окажется победителем. То есть правда Божья восторжествует. Поэтому у семьи оказывается такая общая цель, общее дело. Это слово «общее дело», оно в греческом языке звучит как литургия, так именуется у нас даже главное богослужение в храме. И когда семья ощущает себя живущей ради этого общего дела, живущей ради Бога, там, где Господь, Творец, является не просто помощником, участником, а Он является конечной целью, Он, можно сказать, наполняет все в этой семье. Он является как бы даже участником определенным этой семьи. Как и сказал Христос, что там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди них. Это прекрасно. Тогда вот эта вот вера, она начинает воплощаться, то есть реализовываться в тех самых традициях, обычаях, обрядах, в самом укладе жизни. Если мы с вами почитаем книги о дореволюционной жизни царской России, например, Ивана Шмелева «Лето Господне», то мы увидим, что там все было пронизано, все абсолютно. Режим сна, питание, отдых, развлечения, воспитание, брачные традиции. Все было пронизано православной верой. И сегодня, хотя это сделать сложнее, потому что уже, понятно, нет такого в целом общества,
верующих, как тогда, но в рамках отдельной семьи, даже определенных связей между семьями, определенного прихода. Вот это важно. Это реализовать можно. Я буду сейчас говорить, как именно, но хочу сразу обратить ваше внимание на очень важное, что вера к обрядам только лишь не сводится. Вера, она должна быть действительно такой вот сокровенной тайной, такой общей тайной людей, такой общей любовью людей, вот, которая уже осуществляется через те или иные обычаи. Но опасность очень большая есть. Есть опасность скатиться к обрядоверию, есть опасность вот как бы забыть о главном, да? Оставить внешнее, второстепенное, формальное, но забыть о главном. Поэтому она должна быть живая. Читая, скажем, Священное Писание, вставая на молитву, мы всегда должны как бы вновь и вновь, каждый день, мы должны вживую открывать для себя Бога. Мы должны каждый день в событиях жизни видеть Его, как и заповедано, что блаженно чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Должны видеть Его в себе, как в образе Божьем. Да? Любовь к себе заповедана нам, а любовь к себе именно как к образу Божьему. Вот. Видеть в близких людях это можно. При внимательном взгляде на них мы можем в каждом человеке видеть образ Божий, видеть икону. Апостол Павел говорит об этом, что кто о своих домашних не заботится и не печется, тот отрекся от веры хуже неверного. Поэтому действительно забота о других людях не предполагает обязательно отказа от нуждающихся. Вот. Хотя бывают иногда конфликты, когда члены семьи, наоборот, тебя как бы понуждают к отступлению от веры. Ну, например, такой случай, когда мама заставляет дочку, скажем, идти на аборт. Вот это тот случай, когда Бога надо бояться больше, чем родных. То есть заповеди Божьи, они должны быть высшим безусловным авторитетом. Ну а мама, естественно, чтобы сохранить свой авторитет, она не должна переступать вот этих вот границ. Как осуществить это? Великий пост и само по себе ограничение в пище, сам уклад приготовления, он очень сильно соединяет людей, настраивает на общий тон. Вот. И детям это можно передавать. Причем не обязательно об этом много говорить, не обязательно это как-то нагнетать. Можно просто готовить постовую пищу. Ну, а если вдруг дети спрашивают, то можно и объяснить, особенно если они уже понимают. Пост предполагает вообще воздержание. Воздержание от, скажем, лишних поездок, таких несрочных, развлекательных, которые обычно откладываются на послепостовое время, если есть возможность. Воздержание от лишней информации, вот, от потока лишних сведений из телефона или из телевизора, которые идут, вот, от пустых разговоров, вообще такая сдержанность в словах. Потому что когда большая семья, и все очень много говорят, вот, лишние слова утомляют. И прекрасно, когда люди научатся, что называется, с полуслова, с полувзгляда понимать друг друга. Это воздержание от покупок, от магазинов. Мы видим, что в наш век изобилия, вот мы с гипермаркетов несем эти огромные сумки, телеги. А вот пост это время, когда несколько дней в неделю даже могут быть специально освобождены от магазина. То есть это день, вот, когда мы постараемся просто даже не заходить в магазин. Вот у нас весь день посвящен духовным делам. Запаслись, заранее купили. Поменьше об этом говорить, вообще вот о еде, о готовке. Как-то вот стараться отстраняться от этого. Потому что мы замечаем, да, что как легко наша жизнь может превратиться действительно в заботу только о телесном, о материальном. Пост нам в этом плане помогает. Дальше это молитва. Молитва. Так прекрасно, когда молитва становится общей, когда семья совместно совершает утреннее, вечернее молитвенное правило, или что-то лишь из этого, или частично. Читают, например, акафисты по каким-то особым случаям, в памятные даты. Молится по соглашению за кого-то из родственников, это тоже очень, очень соединяет. Есть специальная молитва по соглашению. Совершает обращение к Богу перед принятием пищи, после. Благодарит по окончании всякого дела и просит благословения перед его началом. Перед путешествиями, после. Конечно, бывает, что человеку предпочтительно в какие-то моменты молиться одному. И это надо уважать.
То есть это не разделяет, а если человек говорит, что вот, допустим, мне надо готовиться, допустим, к службе, позвольте мне, пожалуйста, сегодня вот самому помолиться. Или просто он говорит, вот мне легче вечерней молитвы, скажем, одному совершать. Это надо уважать. Это тоже вот такое принятие, терпение, которое нас не разделяет, а соединяет. Разумеется, молитва есть не только домашняя и личная, а есть молитва и в храме. Это богослужение. И вот если семья достигла того, что она вместе посещает службу, что у них есть вот общий приход, куда они ходят. Хотя, кстати, бывает, что люди из одной семьи ходят в разные приходы, и с этим тоже надо считаться, мириться. Вот. Тогда воскресные дни, праздничные дни, они становятся действительно в первую очередь днем посещения храма. И это как бы даже не обсуждается, то есть это такой безусловный авторитет. Поначалу тяжело, с непривычки. Я вспоминаю, как вот приходилось это наблюдать, когда семья перестраивается от обычного такого мирского, что называется, образа жизни, к церковному. А потом это становится настолько вот естественным, что даже не представляешь, а как могло бы быть по-другому. То есть суббота вечер, воскресенье утром, все это вот святое время, оно Богу принадлежит. И делать что-то другое в это время, это как будто бы украсть у Бога. Сколько раз убеждались в том, что дела, вот, которые ты пытаешься в это время сделать, они не клеятся, не ладятся и добрых плодов не приносят. Вот. Конечно, это посещение храмов, такие особые события, семейные события, в годовщины, скажем, годовщины кончины, памяти родственников, или наоборот в радостные события, бракосочетания. Вот. Когда, скажем, день свадьбы бабушки и дедушки является важным событием и для детей, и для внуков, их надо настраивать на это, напоминать им об этом, вот, чтобы они чувствовали связь этого поколения. Вот. Разумеется, посещение храма – это не просто стояние там, это участие в таинствах, причащение, когда люди причащаются с одной чаши, вместе готовятся, исповедуются, разумеется. Это необыкновенно глубоко, действительно на духовном уровне соединяет семью. Вот, вы знаете, я много раз убеждался в том, что нет большего родства, и нет большего понимания, нет большей глубины, чем общая вера. И даже иногда вот с человеком-родственником, но если с ним нет общей веры, ты гораздо дальше друг от друга, чем с посторонним иногда человеком, совершенно не родным тебе по крови, но с которым у тебя есть общая вера, ты понимаешь с ним друг друга с полуслова. Поэтому надо стремиться, чтобы вот это кровное родство и духовное родство, чтобы оно в семье совпадало, сочеталось. Как можно найти на примере многих святых. Вот. Прекрасно, когда у семьи есть общий духовник, то есть такие священники, которые пользуются авторитетом, уважением, на их мнение ссылаются, к ним рекомендуют сходить в какие-то, допустим, при обсуждении семейных вопросов, а давай вы посоветуемся с отцом таким-то. А вот в этой ситуации, пожалуй, там вот другой священнослужитель сможет, да, правильно нас сориентировать. Давай-ка вот ты позвони ему, пожалуйста, договорись, мы сходим на общую встречу. Храмы, да, обычно, конечно, надо привыкать к тому, чтобы ходить постоянно в один храм, но не исключается и того, что в отдельные события, допустим, в каких-то поездках мы посещаем, там, в других районах, на родине предков, определенные монастыри, приходы, и тоже нас там многое связывает, знакомые лица, родные люди, праздники, конечно. Богослужебный календарь церковный, он исключительно богат. Там есть и дни строжайшего поста, есть и дни такой великой радости, когда все двери открыты, когда все свечи горят, когда все красное, пасхальные дни. Вот. Есть дни такой печального тона, песнопений, вот. Есть радостного. Это очень делает жизнь разнообразной. Вот. И богослужение вообще очень глубокая наука, тонкая, и неплохо бы ее изучать, вникать. Потому что она и настраивает вот нас на тот ритм жизни, который приближает к Богу. Вот. Есть некоторые специальные традиции на определенные праздники. Ну, скажем, на Сретение Господне в древности обычно приводили детей в храм. Сейчас об этом почти подзабыли. Ну, на Рождество мы знаем, что всегда вот эта умилительная история о явлении ангелов пастухам, о рождении Спасителя в пещере, что она воспроизводится во многих сказках, историях, рассказах. Сам вот этот жанр рождественского чуда, рождественской истории, он не исчерпаем.
преображение Господне, освящение плодов. А есть еще эти плоды, выращенные общими трудами семьи на общем огороде. Это здорово. Мы вместе несем, освящаем, вкушаем, делимся, угощаем бедных. Праздник Крестовоздвижения, более строгий, наоборот, постовой день. День Святой Троицы, Пятидесятница, когда все зеленое, мы радуемся вместе с событием, вспоминая события исхождения Святого Духа, видим действие этого Святого Духа в природе, в зелени, в расцветании природы весной и так далее. Масленичная неделя, тоже, я недавно столкнулся, оказывается, принято у верующих людей приглашать друг друга в гости, зная, что впереди пост, и так праздные разговоры уже не приветствуются, да и не только праздные, вообще поменьше разговоров. Стараются люди пригласить друг друга на блины, обменяться добрыми советами, поспоминать, пообсуждать те или иные темы. Поэтому гости это неплохо, если это тоже направлено к Богу. Вспомним, что сам Иисус Христос часто был приглашаем в гости. И часто рассказывает, что он пришел, находясь в том-то доме, допустим, был приглашен, он сказал такую-то притчу. И эта притча вошла в Евангелие и на века вместе с нами. Или он был помазан женщиной-грешницей, драгоценным миром, и потом он говорит, что она сделала, будет проповедана во всем мире. И так и есть. А ведь это происходило в доме фарисея. Подарки. Конечно, для верующих людей подарки это чаще должны иметь духовное содержание. Это книги, иконы, какие-то вещи такие полезные, допустим, вазы, кружечки, предметы посуды. Но они все так или иначе должны быть направлены на красоту, на духовность, на возвышенность, не на потребление. Кстати, и детям, вы заметили, наверное, в последнее время часто стали дарить деньги, сертификаты. Но это настраивает их немножко на тунеядство. На то, что они могут получить какое-то удовольствие, не потрудившись. А мне кажется, что подарок, особенно детям, он должен быть ценностью, он должен быть заданием. Это может быть инструмент, который, естественно, требует, чтобы ребенок научился им владеть. Это может быть книга, которая с текстом, с историей, она передает определенную систему ценностей. Это книга из твоего детства. И то она дорога для тебя. Ты правильные, нужные книги в детстве читал, как пел Владимир Высоцкий. И ты теперь ребенку хочешь передать кусочек своего детства. Вот она традиция. От своих, можно сказать, родителей ты передаешь уже своим детям. Это может быть спортивный снаряд принадлежности. Он тоже настраивает на определенный образ жизни. Дальше, если идти, это иконы, которые есть в доме. Это должен быть действительно не где-то пыльный закуток в серванте, а красный угол, должным образом оформленный, украшенный, занимающий подобающее место. Еще одной православной семейной традицией являются поездки, паломничество. Несколько раз мы, например, с семьей путешествуя, скажем, к месту отдыха на юг, мы планировали маршрут так, чтобы по пути, скажем, посетить Дивеево, или Сергиев Посад, или заезжая в тот или иной город, Вятку, например, в Киров, там пообщаться с людьми. И это очень обогащало поездку. Это 1 или 2 или 3 дня проведенные, они давали больше воспоминаний и пользы, и откровений таких для себя, чем весь потом последующий отдых. Поэтому к этому надо стремиться, и вообще поездки очень сближают. Возвращаясь к вопросу милосердия, прекрасно, когда семья имеет свои традиции помощь бедным, служение бедным. Раньше было принято, что напек пироги и сразу отложи часть бедным. 3-5 пирогов сразу на тарелочку, в пакетик, и завтра по дороге с утра в школу туда-то надо занести. Нет бедных на примете, угости соседей, угости просто чужих посторонних людей. То есть обязательно поделись, за пределы семьи это надо вынести. Потому что действительно, когда семья замыкается в определенном эгоизме, а есть такое понятие, семейный эгоизм, что мы самые лучшие, мы, наша семья, все, и остальные все чужие. Нет, семья, она ведь для того и существует, чтобы человека учить любви, чтобы он эту любовь нес наружу в мир.
Поэтому служение другим людям это обязательно должно быть. Помощь родителям в их работе. Хорошо, когда дети не просто знают, кем работают родители, а так или иначе помогают там, маме, скажем, там, учительнице перебирать тетрадки, к папе там приходит в цех, допустим, видя, что он делает, может иногда постоять вместе с ним у станка, да, если такая возможность есть. Вот. Ну и тогда вообще в любой работе, чтобы они как-то вот были вовлечены, чувствовали свою причастность к этому. Для верующего человека совершенно естественным является любить этот мир, потому что весь мир создан Богом. А любить природу, любить вообще окружающий мир, то есть мы бросить там бумажку, плюнуть, разжечь костер, оставить мусор после себя, это просто невозможно, потому что ты оскорбляешь Бога этим, и ты оскорбляешь людей, ты унижаешь собственное достоинство. Поэтому забота, скажем, там, о животных, о растениях, это нормально и правильно, и это имеет именно духовный источник. Я вспоминаю, как одна женщина, которая воспитывает 9 детей со своим мужем, в том числе и несколько приемных, она говорила, что в семье обязательно должна быть идея. Вот центральная идея, без нее никак. И тогда вот из этой идеи как бы все остальное объясняется. Почему нельзя врать? Да потому что, ну, допустим, если идея патриотизма, потому что у русских так не принято. Почему надо уважать старших? Да потому что в нашей стране так всегда делали. Но она говорит, вот в нашей семье эта идея веры, это идея служения Богу. Вот. И поэтому все. Почему нельзя бросать на улице это мусор? Да потому что это же Божий мир. А вот эти здания, это улицы, это плод трудов человеческих. И оскорбляя этот мир, ты оскорбляешь Бога и его людей. И вот так все оттуда идет. Молитва за усопших, посещение кладбища. Почему-то детей сейчас стали беречь вообще от этого, с ними стали бояться говорить о смерти, вот, не показывать им, не давать возможность попрощаться с усопшим родственником, не брать их на кладбище, а зря, потому что патриотизм начинается на кладбище. И дети должны знать, кто здесь лежит, они должны участвовать в уборке этой могилы, в уходе за оградкой там, и так далее. Не надо только превращать вот это посещение в еду-питье, а молитву там совершить мирским чином, а тем более, если пригласить священника, это было бы прекрасно. Ну, разумеется, спорт, здоровье, образ жизни, да, недопустимость вредных привычек, это тоже все растет из веры. Потому что наше тело – это храм, как говорит апостол, это храм Святого Духа. И тот, кто растлит этот храм, кто его осквернит, того растлит Бог, то есть уничтожит Бог, накажет Бог. Вот, поэтому мы должны заниматься, скажем, физкультурой. Вот. Но в той мере, в которой это нужно для поддержания наших телесных сил, нашего здоровья, не делать спорт кумиром, не делать его смыслом жизни, а делать его просто средством нашего служения, нашей работы, нашей жизни. Вот. Вспоминается, кстати, один пожилой человек, 88 лет ему было, он ушел в иной мир, вот. И про него говорили, его дочь говорила, что вот он для нас настоящий отец, настоящий, заботливый, внимательный, ко всем бежит на помощь, множество друзей, труженик, лесник, физкультурник и так далее. Вы знаете, я его провожал в последний путь, ему на вид было 65. А когда она сказала 88, я переспросил, я не поверил. Вот так он превосходно, прекрасно выглядел. Вот что значит забота человека о себе. Причем это мужчина, у нас женщины это до такого возраста редко доживают, несмотря на то, что в среднем дольше живут, чем мужчина. А тут мужчина в такой крепости телесных сил. Вот как надо себя беречь. И для семьи в том числе. Побереги себя. Я помню, как одному тоже мужчине говорили близкие, там, ну вот, бросай, пожалуйста, курить. Мы хотим, чтобы ты избавился от привычки. Ты нам нужен, ты у нас глава защитника, ты ответственный за все. И молились за него. Знаете, вот просили Бога, и ему говорили, ну хотя иногда ему тяжело это было принять. Но настал момент, когда он бросил. Да, это годы на это ушли, но он бросил. И семья это переживает теперь именно как общую победу. Как общую победу. Не то, что мы заставили, а то, что вот мы общей молитвой, общими такими словами, заботой к этому подвели, и теперь отец бережет свое здоровье для семьи. Вот. Разумеется, и труд, работа, учеба, это все оттуда тоже происходит. Это радость общего труда. Вспоминаешь эти детства, как копали картошку, как сажали. Родители всегда старались из этого сделать праздник, котерчик, какой-то
ну, с собой, естественно, там перекус, какие-то игры там по дороге, шутки, ну, чтобы это было приятно, чтобы труд был не наказанием, а действительно таким вот торжеством. И это помогло во многом полюбить вообще труд, и физически в том числе. Вот. Также и учеба. Вот. И, естественно, дети должны видеть это в родителях. Тяжело детям, сегодня вот в школе отвечал на вопрос, почему детям тяжело учиться, почему они не хотят учиться. А может родители, потому что показывают отношение к работе просто как к средству заработка. Они приходят и говорят: ой, как я не хочу на работу, как я устал, ой, наконец-то выходные, там, надоела эта работа, обсуждают, там, дали премию, не дали премию. Это, может, тогда и дети так воспринимают, и видят, что, или если видят пассивный отдых. А если человек относится к работе как к творчеству, как к Божьему заданию, да, когда он любую работу воспринимает именно как служение Богу, когда учеба для него не только дело школа, а всю жизнь он учится, да, постоянно какие-то там, допустим, курсы, повышение квалификации, самообразование и так далее, и так далее. То есть дети видят, что это действительно век живи, век учись, да, век живи, век трудись. Даже если ты на пенсии, все равно трудись, там, помогай воспитывать детей, работай на даче, там, общественной деятельностью занимайся, еще что-то. Ну, тогда и они будут, наверное, увлекаться таким отношением к жизни, я убежден в этом. Еще прекрасная одна семейная традиция – это чтение Священного Писания, житий святых отцов, вообще чтение духовной литературы. Вот совместное чтение Библии, обсуждение. Вот. В Древней Руси читали жития святых. Это было одно из любимых чтений, поэтому приобретайте эти книги, читайте вместе с детьми. Через жития нам это более становится понятно, и вот эти более понятное евангельское учение, но само по себе очень высокое, при всей своей простоте оно очень высокое. А вот через пример жизни святых мы его лучше постигаем. Наставления святых отцов. Помню, мы как-то вот подарила одна женщина книжку со стихами, и мы вот вечером с семьей говорим: а давайте вот по очереди почитаем. Давайте, вот кто какой стих? Ты вот этот стих, я вот этот стих. И вот по очереди почитали стих, и тоже это так было приятно. Художественную литературу, обсуждение книг, статей. Как-то вот поднялся тоже вопрос о цифровом слабоумии, сейчас врачи ставят такой диагноз. Вот, и мы его пообсуждали вместе с ребенком, и брат был медик тут же, вот он поделился своими советами, взяли статью, прочитали, обсудили вот научные данные. Я думаю, что тот семейный вечер, этот разговор, хоть он и не дал, конечно, мгновенных плодов, но все равно останется в памяти вот, ребенка и в должное время свою роль сыграет. Вот. Беседа духовная, не обсуждение политики, там, цены, еще таких вот суетных моментов, а именно духовное. Вот, может быть, кинофильмов. Вы знаете, у нас есть такая, не так давно появилась тоже в родительской семье такая традиция, когда мы приезжаем, скажем, на неделю или там, на несколько недель, то мы такой вот устраиваем череду. Каждый поочередно выбирает фильм для просмотра, вот на сегодняшний вечер, ну, от старшего к младшему, или наоборот, от младшего к старшему. Вот. И каждый волен выбрать свой фильм. Вот, это может быть любимый фильм детства, это может быть просто быстренько что-то здесь найдено. Вот. То есть такая вот возможность у всех поучаствовать. Каждый делится тем, что для него дорого. И потом мы вместе обсуждаем. Игры, кстати, бывают настольные. Они, конечно, такого прямого духовного содержания не несут. Вот. Но в плане общения они сближают. Иногда просто вот, помогают, как бы, так сказать, сделать гимнастику для мозгов. Вот игра из табу, например, мы любим с семьей играть, она очень развивает речь, такую быстроту мышления. Там надо объяснить слова, там не используя некоторые синонимы. Вот. Ну и Imaginarium, вот я знаю, многие сейчас играют. Здесь опять же игра не самоцель, а это способ общения, способ развития тех или иных своих способностей. Ну и последнее, что хочется сказать, последнее, но по значимости оно как бы оно первое. Оно вот это все наполняет, что главной нашей традицией является жизнь по заповедям Божьим. А заповеди в Новом Завете, заповеди это не просто какие-то малопонятные запреты, правила, требования, которые вот кто-то когда-то установил, не знаем почему, но их надо соблюдать. Нет, не так. Они все ведут нас к главной цели, они ведут нас к любви. Возлюби Господа Бога, сказано, всей душой, всем сердцем, всем разумом, всей крепостью своей, и ближнего своего, как самого себя. Ну а поскольку любовь это действительно искусство, это огромный труд, то вот научиться этому, достичь этого, вот и нужны нам эти заповеди, которые показывают, как это делать. Не убивай,
не кради, не прелюбодействуй, не лги, не завидуй, чти отца и мать, не произноси имя Господа Бога твоего напрасно, сотвори себе кумира, не к 6 дней работай, все дела в них делай, 7-й день Богу посвяти, заповеди о стыдливости, о целомудрии, их тоже можно найти в поучении, да, в Новом Завете, чтобы не было каких-то вот там пошлых фильмов, обсуждений, каких-то скабрезных шуток, вот, потому что Господь говорит, да, что кто с вожделением посмотрел, уже согрешил. Что за каждое праздное слово дашь ответ в день суда, чтобы не было вот этих пошлостей, чтобы вообще слова береглись, чтобы язык не произносил лишних слов. Вот. Заповедь о терпении. Помню, бабушка всегда говорила, Господь терпел и нам велел. Действительно, одна из ключевых добродетелей евангельских. Вот. Все детство я, например, слышал слова «не судите, не судимы будете». Папа говорил, хотя у нас семья тогда не была очень верующей. Вот. А ему, видимо, бабушка говорила, а это уже прямо из Евангелия. Когда мы начинали, допустим, обсуждать одноклассников или учителей, или пытались там политиков кого-то обсуждать, он сразу нас пресекал вот эти заповеди, не будьте судимы. Вот. Понятно, отношение к деньгам. Деньги такая вещь, которой надо пользоваться, вот их не надо любить. Все надо любить в этом мире, а деньги любить не надо. Я имею в виду все хорошее. Не надо просто пользоваться. Поэтому много разговаривать о деньгах, это уже как бы снимать какое-то табу на сребролюбие. Вот. Это такая тема, которая как бы должна быть, немножко, ее надо обходить молчанием. Деловые финансовые вопросы родители между собой должны решать, или их можно по-деловому решить, но рассуждать там много об этом, о кризисах, там, о том, как мы проживем, не стоит. Потому что Господь заповедует нам, не заботьтесь о завтрашнем дне, завтрашний день сам позаботится о себе. Вот. Против тщеславия, конечно, нас учит вера, да, что вся слава, она принадлежит Богу, поэтому хочешь любить Бога, значит славь Его, а Он уже сам прославит тех, кто Его прославляет. Вот. Любовь к врагам, прощение к врагам, кротость, то есть власть, основанная не на принуждении, не на авторитете, не на силе, а наоборот на таком кротком поведении, на служении всем, как говорит Христос. Кто хочет быть первым, да будет всем слугой, да будет всем рабом. Обязательность исполнения своих слов, без всяких клятв. Да будет ваше слово да-да, нет-нет, и все, что сверх этого, то от лукавого. Вот. Благодарность, история с 10 дней прокаженными, конечно, за все благодарить, умение приучать надо детей за все благодарить. Я тогда с грустью наблюдаю, как в автобус заходит мама с ребенком, ребенок уже не маленький, там лет 7-8, вот. Мама его сажает, и сама рядом стоит с сумками. Я думаю, бедная мама, что из него вырастет, из этого мальчика? Да ему бы полезно вот самому маму посадить, а ему бы постоять. Вот, да еще и сумки подержать. Тогда из него действительно вырастет воин, защитник. Вот. Из таких мелочей на самом деле складывается ведь вот настоящее человеческое достоинство. Не надо нам сегодня детей так сильно оберегать, лелеять, баловать, как мы это делаем. Нам надо помнить о том, что они растут не для сытой благополучной жизни. Они растут для духовной битвы, которая будет продолжаться всю их жизнь. Вот. И самое главное испытание будет потом, на страшном суде, когда они туда придут. Вот. Поэтому нам надо их вот к этому готовить, да, чтобы они были действительно как воины Христовы. Когда мы сами об этом помним, когда мы сами к этому готовимся, естественно, мы уразумеем и будем знать, как это делать. Ну, а если что-то и не знаем, недопонимаем, то у нас всегда есть молитва. Всегда можем обратиться к Богу в сложных ситуациях. У меня есть прекрасный пример, когда действительно не знаю, как поступить, но я получал ответ именно через обращение к Богу, именно в семейных делах Он наставлял, что надо делать, как сказать, какое решение принять. Ну вот на этом мне хочется завершить нашу беседу, поблагодарить всех вас за участие. Вот. Все, конечно, не сказано, все недосказано, это бесконечный разговор, поэтому продолжайте сами, вникайте, изучайте, погружайтесь в жизнь церковную, чтобы она вас наполняла вот этой благодатью Божией, а уже этой благодатью, которая дается нам не для себя, а дается нам для преображения мира, наполняйте свои семьи, свои маленькие вот эти вот храмы, маленькие церкви свои, как сказано. И не забывайте, что традиции, обычаи, обряды — это все, так сказать, канва, оболочка, это все воплощение в жизни. Но самая главная цель
она живая. Она бесконечно живая, она бесконечно высокая. Это сам Господь Бог, с которым мы должны лично встречаться каждый день и встретиться в итоге по окончании нашей земной жизни. Благодарю вас.